Из 23 заболевших омикроном только 2 госпитализированы. У остальных болезнь протекает в легкой форме. Однако, что важно, у всех этих людей анализы были взяты еще неделю назад. И только накануне пришел положительный ответ. Тесты на штамм в коме не делают, анализы отправляют в Санкт-Петербург. Это значит, что омикрон в республике есть уже больше недели. А потому судить об общем количестве заболевших пока невозможно. Анна Зубарева о том, как республика готова встречать новый штамм. 19 случаев в Сыктывкаре, по одному в Сыктывдинском, Карткеросском, Прилузском и Сосногорском районах. Вот уже почти 2 года весь мир борется с коронавирусной инфекцией. Омикрон – это новая веха в этой истории. Но группы риска остаются прежними. Люди старше 60 лет, имеющие сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания дыхательной системы. Мы отмечаем ухудшение эпидемситуации. Омикрон уже выявляется в регионе, причем не локально. Все это признаки 5-й волны коронавируса, и мы вполне можем прогнозировать новые нагрузки. Основные симптомы заболевания у пациентов с омикроном – слабость, интенсивные головные боли, насморк и незначительное повышение температуры. Даже кашля врачи у заразившихся пока не наблюдают. Вполне возможно потому, что все 23 человека в коме с антителами. За последние 6 месяцев либо привились, либо переболели. Пугает врачей только скорость распространения заразы. Что поменялось, это, конечно, скорость передачи вируса, по скорости распространения, по вирулентности, сходно с корью. Да, тогда, когда из 10 контактирующих заболевает 8 человек, а не так, как прежде было у нас 4-6. Из-за стремительного распространения омикрона Минздрав в коме готовится к росту количества обращений. Еще в ноябре прошлого года для работы с пациентами была введена единая служба 122. Она обеспечивает перенаправление всех поступающих звонков на телефоны медицинских организаций, горячих линий и экстренных служб. В регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Выглядит это так. Нужно ввести на телефоне цифры 122. Далее в тональном режиме можно переключиться на ковид-центры Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Усинска. Звонки от остальных муниципальных образований принимает на себя регион, поясняют в Минздраве. С конца ноября принято и обработано почти 59 тысяч обращений. Работают 15 операторов с понедельника по субботу. Специалисты колл-центра единого федерального номера 122 помогут гражданам оперативно выйти на связь с медучреждениями и экстренными службами Республики Коми. Важно знать, звонок на номер 122 для городов и районов Коми бесплатный. Врачи призывают не паниковать, они к новому штамму были готовы. Тем более, что в январе ждем спутник М, аналог спутника ВИД для подростков от 12 до 17 лет. У него снижена дозировка в 5 раз, а эффективность 93%. Об этом говорят клинические испытания. Анна Зубарева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.